Последние 3 года областной этап Олимпиады по татарскому языку и литературе проходит в постоянном представительстве Республики Татарстан в Свердловской области. В этом году количество участников стало рекордно низким, не набралось даже 2 десятков. Одной из причин стали 40-градусные морозы, которые трещат в Свердловской области уже 2 недели. То ли ребята морозов испугались, то ли дети совсем обрусели, но в этом году олимпиадников действительно очень мало. Я и сама раньше по 7-8 учеников привозила, а в этом году только 2. Олимпиаду помогли организовать Екатеринбургский институт регионального образования и Дворец молодежи. Как и в прежние годы, задания были разработаны Министерством образования и науки Республики Татарстан. Вместе с учениками татарских сельских школ свои знания родного языка проверяли ребята из марийских сел Свердловской области. Это дает возможность народам, проживающим далеко от исторической родины, сохранить свой язык, свою культуру, свои обычаи. И я думаю, что если мы, народы, которые носим эту культуру, вот татары, марийцы и другие народы, будем говорить на своем языке, петь марийские песни, татарские песни и танцевать, тогда наши народы будут жить в мире и согласии. Впервые в этом году в областной олимпиаде по татарскому языку принял ученик из школы села Усть-Баяк Красноуфимского городского округа. С этого года татарский язык стал преподаваться там по 2 часа в неделю. Участие в Олимпиаде – это как спорт. Я приехал, чтобы свой уровень знаний проверить, потому что хочу потом в татарстанский вуз поступать. Я первый раз участвовал, но могу сказать, что мне повезло. Где-то, конечно, долго думал, а где-то моментально отвечал. Мы очень старались готовиться. Для нас эта Олимпиада как разведка. На следующей Олимпиаде будем еще сильнее. По количеству набранных баллов Данир Ахтаров из деревни Усть-Баяк вошел в число победителей. Вместе с другими финалистами 19 февраля он примет участие в межрегиональной олимпиаде в Казани. Альфия Габдушева, Слават Киямов, ТНВ, Екатеринбург.